Более 110 нарушений Управления Федеральной антимонопольной службы подвели итоги прошлого года. Подготовка к навигации в Ленском речном порту идет полным ходом. Какие работы проводятся? Конец эпохи. Шанель показал последнюю коллекцию Карла Лагерфельда. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Госдума запретила хостелы в многоквартирных домах. Законопроект о запрете на размещение гостиниц в жилых помещениях прошел второе чтение. За инициативу проголосовали 417 депутатов. Уже сегодня документ может быть принят окончательно. Согласно пояснительной записке, гостиничная деятельность может осуществляться только после перевода жилого помещения в нежилое и его оснащения всем необходимым для оказания услуг. Речь идет о системе звукоизоляции номеров, средствах противопожарной безопасности, охранной сигнализации, сейфах для принятия на хранение денег и драгоценностей, а также средствах для уборки и санитарной очистки номеров. Управление Федеральной антимонопольной службы по итогам прошлого года выявило более 110 нарушений законодательства о торгах в отношении авиакомпании «Якутия». Об этом было озвучено сегодня на итоговом брифинге ведомства. Так, компания не размещала информацию о проведении торгов, что и стало причиной возбуждения дел со стороны УФАС. Аналогичные нарушения были в отношении компании «Полярной авиалинии». Также, по информации УФАС, на данный момент выносятся административные нарушения в отношении Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, которое без объявления торгов направило бюджетные средства на ремонт дорог на севере Якутии предприятию «Дороги Арктики». Как прокомментировали ситуацию в региональном Минтрансе, сейчас идут судебные разбирательства по этому поводу. Были выделены бюджетные средства на выполнение работ для обеспечения государственных нужд по ремонту автомобильных дорог в арктической зоне. Были выделены, значит, денежные средства казенному предприятию «Дороги Арктики» без конкурсных процедур. Значит, отделом был проведен анализ, было выявлено нарушение, было им, значит, признали нарушившим. Подготовка к навигации в Ленском речном порту идет полным ходом. Уже произведен ремонт агрегатов, которые необходимо было ремонтировать в теплых условиях, в цехах. А с наступлением благоприятных погодных условий сотрудники Ленского речного порта вышли на улицу очищать от скопившегося за зиму снега механизмы портальных кранов. В отстое на выморозке находится теплоход «Юрий Арбатский». Работники речпорта приступили к ремонту корпуса судна, винта, руля и других частей. Сейчас немножко наблюдается дефицит кадров, но невзирая на это, мы приступили к выполнению всех, так скажем, намеченных целей и задач по подготовке к навигации. Планы, конечно же, на навигацию 2019 года они есть. Сейчас проходит, так скажем, период такой, мы с нашими контрагентами договариваемся, разговариваем о том, чтобы какие объемы будут. Были предварительные договоренности в конце 2018 года. Обозначены такие цифры, как 250 тысяч тонн всего на навигацию 2019 года. 40 пациентов прооперировали офтальмологи из Якутска в Хандыге. В основном это пожилые люди, для которых выезд в столицу практически невозможен. Все операции для пациентов прошли бесплатно. Нина Ханарова продолжит тему. По приглашению Тампонской центральной районной больницы выездная бригада республиканской офтальмологической клиники осмотрела 55 человек, из которых было отобрано 41 для операции катаракты, замены хрусталика. В хирургическом отделении больницы было освобождено 2 помещения персонала для прооперированных больных. Это очень хорошо людям, которые не могут выехать в Якутск, в место по здоровью и вообще как бы по возрасту. Там жить где, да, здесь удобно, конечно. Врачей-офтальмологов в район приглашают ежегодно, но в прошлом году из-за финансовых трудностей врачи не приезжали, а в нынешнем бригаду специалистов привезли на местной скорой помощи из Татинского улуса в составе 4 человек, 2 доктора-хирурга и 2 медицинские сестры. Видно, хрусталь не ставит, и уже руки видно потихоньку. Все оборудование, лекарства и хрусталики, включая саму операцию, прошли бесплатно. 40 человек за 2 дня улучшили свое зрение благодаря опытным специалистам. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.
Отравление курицей алданцам не грозит. Стали известны результаты лабораторных исследований куриного мяса, которое могло содержать патогенные микроорганизмы. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Безопасно ли куриное мясо? Ответ на этот вопрос дали результаты исследований. Напомним, ранее в соцсетях прошла информация о том, что в учреждения образования и торговые точки поступили свежемороженые куры, зараженные патогенной инфекцией. Данный факт выявила автоматизированная система «Меркурий» по контролю, движению и употреблению продукции. Цыплята из этой партии поступили во многие регионы России, в том числе и в города Якутии. Благодаря внедренной у нас в стране системы «Меркурий», которая позволяет отследить от производителя до конечного потребителя движения продуктов питания, коллегами из Санкт-Петербурга она была выявлена, отслежено ее движение по территории страны. У нас часть этой продукции была выявлена. На прошлой неделе в Алданском районе цыплята данного производителя были изъяты и направлены на экспертизу. В ходе лабораторных исследований патогенные микроорганизмы в курином мясе были обнаружены. В курице обнаружена листерия. Это патогенный микроорганизм. Эта продукция сейчас находится на консервации и ждет индивидуального предпринимателя, потому что она отъехала, чтобы можно было ее утилизировать. Конечно, эту продукцию можно было отправить на завод, чтобы ее переработали, но в Алданском районе у нас нет таких заводов. Необходимо подчеркнуть, что о заражении граждан речь не шла. Цыплята были изъяты до этапа реализации. Вследствие публикаций в соцсетях некоторый ажиотаж имел место, однако ему поддались не все потребители. На участке там постоянно курятина есть, мы ее с удовольствием едим, жареную, вареную. Я не заметил в себе каких-то изменений. Но все равно все-таки страшно, мало ли заразиться, но с другой стороны, я как бы сильно не боюсь, если честно. Стоит отметить, что возбудитель патогенной инфекции при высокой температуре погибает, так что прошедшее тепловую обработку мяса теоретически стало бы безопасным. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. На Женевском автосалоне представили российские автомобили «Аурус». Публике показали бронированный лимузин и седан стандартной конфигурации. Обе машины были представлены в цвете «Русское золото», который был создан специально для автосалона. Известно, что автомобили оснащены двигателем мощностью почти 600 лошадиных сил. При этом лимузин способен разгоняться до 100 км в час за 9 секунд, а седан за 6 секунд. Стоит отметить, что серийное производство седанов «Аурус» должно начаться уже в следующем году. Россияне перед 8 марта снизили расходы на цветы, однако увеличили траты на электронику, подарочные сертификаты и украшения. Об этом сообщили в компании-производителей онлайн-касс «Атолл». Эксперты в ходе исследования проанализировали данные более 13 тысяч касс, подключенных к магазинам в России. Исследование содержит данные о покупках, совершенных в интернете с 1 по 4 марта этого года. Так, средний чек на электронику перед 8 марта в этом году вырос на 45% по сравнению с прошлым годом, на подарочные сертификаты на 33%, на украшения на 23%, а вот расходы на приобретение цветов снизилось на 32%. Конец эпохи. Шанель на неделе моды в Париже во вторник показал последнюю коллекцию Карла Лагерфельда, рассказывает Анастасия Дмитриева. Французский модный дом «Шанель» представил последнюю коллекцию Карла Лагерфельда. Показ на неделе моды в Париже прошел в здании Гран-Пале. Он начался с минуты молчания. Лагерфельд умер 19 февраля в возрасте 85 лет. Модельер управлял брендом с 1983 года. Лагерфельд также создавал одежду для собственного бренда и для итальянского дома Фенди. Но Шанель он превратил в титана лакшери-индустрии, который приносил в год 10 миллиардов долларов. Зал, где проходил показ, украсили в стиле заснеженной горной деревушки. На подиум вышли модели Кара Делавинь и актриса Пенелопа Круз. Дизайнер создал линию одежды осень-зима 2019-2020 вместе с главным дизайнером модного дома Вирджинией Виар. Теперь она заняла пост креативного директора. Гости показа не скрывали слез. Он одевал 3 поколения моей семьи – маму, меня и дочь. Ей 17, и она без ума от его сумочек. Это конец эпохи. Не могу сдержать слез. Он был потрясающим. Такого, как он, больше не будет. Я думаю, что куплю каждую вещь в этой коллекции.
Почтить память Лагерфельда пришли актрисы Моника Белуччи и Кристен Стюарт, а также модель Клаудия Шифер, которые в разные времена рекламировали продукцию «Шанель». Это были новости в прямом эфире. Еще больше информации на наших сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.